Опять-таки, почему в созидательном обществе возможно то, что невозможно в потребительском формате? Я приведу, друзья, простой пример. БТГ. То есть бестопливные генераторы с КПД выше единицы. Ну, многие слышали о них, многие знают и тому подобное. Это уже не фантастика, уже в Америке есть, но их не продают, продают всего лишь вырабатываемую ими электроэнергию. Это единственные, кому разрешили их выпускать. Это не значит, что их только изобрели. Они были всегда, почти всегда, по крайней мере, минимум 100 лет. Ну это так, чтобы было понятно. Так вот, представьте, если сейчас мы вводим это БТГ, да, вот очень удобно. Ну представь, у тебя небольшой аппаратик стоит дома, и он полностью обеспечивает, допустим, твой дом, да, ну дает там киловатт 150 в час электроэнергии. И отопление, и кондиционирование, ну и все остальные расходы. Замечательно, да? Или на квартире там киловатт на 50 стоит. Удобно. Удобно, Да. удобно. Все согласятся, удобно. Говорят, а вот если бы они были, было бы здорово. Ребята, да они всегда были и есть. Проблем нету с ними. Проблема знаете с чем? С вашей жизнью. Если мы сейчас вводим БТГ, то все углеводороды, ну как бы неактуальны становятся. Опять-таки, добыча той же электроэнергии, да, это атомная энергия, там плюс у нас гидро стоит, ветряная, солнечная, потом теплоэлектростанции, все это уходит в прошлое. А теперь подумайте, сколько семей останется без работы, если мы всего лишь внедрим БТГ в потребительский формат. От уборщицы на заправке, вот обычная заправочная станция, где заправляете вы свои автомобили. Там есть уборщицы, есть заправщики, есть те, кто там, ну, скажем, на кассе стоит. Да, логистики, те, кто перевозят этот бензин, те, кто изготовляет бензин, те, кто добывают эти углеводороды. Это миллионы семей, миллионы и миллионы семей. Они все остаются без работы. Значит, они не могут покупать товары у тех, кто их производит. Это еще миллионы семей без работы. Миллионы и миллионы семей — это миллиарды. Как мы жить будем? Вот это основная причина является тому, почему БТГ не вводится. А не потому, что кто-то там обеднеет, там олигархи станут беднее. На одном беднее, на другом богаче. Вопрос не в этом. Вопрос в нас, что нам нечего будет кушать. На сегодняшний день, да, вопрос стоит остро. С тем же искусственным интеллектом, который подбирает у нас работу, ну и много других вопросов. Ну и опять-таки, введение БТГ в созидательном обществе, оно будет приемлемо для всех. И с экологической точки зрения, и опять-таки никто не потеряет работу, ну и даже тот, кто не имеет ее, беднее не станет. Простой вопрос, на то оно и созидательное общество. Но что мы получим взамен? Мы получим взамен источники энергии, которые будут превышать, скажем, по своим мощностям даже все человечество вместе взятое за всю свою историю, сколько оно добыло энергии, это ничто по сравнению даже с одной установкой. Таких цифр нет. Почему? Потому что БТГ, оно способно добывать и вырабатывать энергию столько, сколько нам нужно в любой точке Вселенной, подчеркиваю, не только на Земле. Пользовались? Тоже история прошлого. Не будем касаться. То есть таким образом, друзья, получается, что то, что приемлемо и благостно в созидательном обществе, то смертельно опасно в потребительском формате. Вот почему мы и говорим, что единственный вариант — это построение созидательного общества. Но чтобы его построить, нам всем вместе надо объединиться. Даже с теми, кто нас критикует, потому что без них мы ничего не сможем. С теми, кто ничего не хочет делать, лежит на диване, с теми, кто перекладывает ответственность. Скажем, со всеми. Почему? Потому что мы все, мы человечество. А для того, чтобы мы построили единую цивилизацию и действительно могли противостоять современным вызовам, это катастрофический вызов. Это проблема, которая никогда не стояла перед человечеством. И мы должны ее решить и через нее пройти. У нас всего лишь два пути. Или мы решаем эту проблему, или мы не решаем эту проблему. Если мы ее не решаем, то мы перестаем существовать. И это уже не сказки. Об этом открыто уже говорят везде. Поэтому
Было такое высказывание, оно касалось экономики как раз, но человек сказал правильно. Мы все люди находимся в одной лодке. Мы плывем вот по реке, а впереди, извините, водопад. И для того, чтобы мы не упали с этого водопада, нам надо всем вместе объединиться и грести в противоположную сторону. Мы сможем выплыть, сможем выжить, но только в том случае, если мы все вместе будем грести. Действительно, все вместе, не перекладывая свое весло на других, потому что это наша жизнь, и мы должны за нее бороться. И от того, как мы с вами гребем, зависит будущее наших детей. Ради них, если не хотите, ради себя, ради своих родных и близких, ради своих друзей и любимых. Давайте грести, но грести надо вместе и в одну сторону. Тогда у нас будет шанс. Если мы не сможем объединиться, значит, такова наша судьба. И человечество действительно стоит над пропастью. Нам остался один шаг. Если мы сможем взяться за руки, мы сможем развернуться и многое изменить. Если мы не сможем взяться за руки, то нам остается только одно — сделать последний шаг и просто упасть в пропасть. Но поверьте, когда мы будем лететь, все поймут, что мы были правы и что в действительности надо было делать. Но когда мы летим, мы уже ничего не сможем. Есть точка, зайдя за которую мы уже ничего не сможем сделать. Вот простой пример. Сейчас, если мы даже уберем все человечество с нашей планеты, остановим все наши атомные станции, все заводы, ничего не изменится. Ситуация все равно такая, вот этот маховик, который мы раскрутили, он все равно уничтожит нашу планету даже без нас. Поэтому мы должны изменить, скажем, ситуацию в корне. Иначе мы в действительности просто упадем с этой скалы. Ну, у аллатровцев хоть плюс есть, они хоть знают, куда лететь, а остальные просто упадут. В этом тоже смысл есть, но то другая тема. А вообще, конечно, надо сделать все, чтобы выжить. Понимаете, еще вот преимущество созидательного общества, оно заключается в том, что вот простой пример приведу, чтобы поняли все, даже те, у кого слишком плохая экология и слишком много СО2. Я в простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате — это деньги, а в созидательном — это жизнь человека. Да, друг мой, жизнь человека. И твоя, и твоих детей, и твоей матери. И наша жизнь. Жизни всех людей. И вот на этом оно и строится. И по-другому подход начинается. И по-другому думать сможем, и по-другому распределять все сможем, и производить все сможем по-другому. И шанс у нас появится, который мы сможем реализовать. Но реализовать его сможем все вместе. В этом смысл. Или опять-таки все, как было, так и осталось. Будем жить, как жили. Солнце еще светит. Выходишь, небо голубое, трава зеленая. Зачем что-то менять? Можно и так поступить. Опять-таки все нам решать, друзья. От нашего выбора все и будет. Но запомните одно. Мы, ныне живущие, мы последнее поколение. Мы или же последнее поколение, которое пребывает в аду потребительского формата. И мы первое поколение, которое войдет в рай созидательного общества. Или же мы последнее поколение, которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности, которая ждет нас завтра в том же потребительском формате. Нам решать, друзья, кем быть. Знаете, что хочу сказать? Что в будущем, при любом развитии событий, какой бы мы путь ни выбрали, у нас не будет ни бедных, ни богатых. Мы все будем равны. Но в одном случае это будет прекрасный мир, а в другом случае нас выровняет всех судьба, которую мы определим с вами, именно мы, собственным безразличием, бездействием, и все мы будем равны. Нам выбирать и нам решать.
по какому пути идти. Выбор за нами, но выбор за каждым. Если мы не донесем и не пробудем все человечество, мы ничего не решим. Сами мы не сможем. Для того, чтобы мы могли, скажем так, по нашей реке, в нашей лодке все-таки уплыть от того водопада, нам надо грести всем вместе. Это важно. Прошло время эгоцентризма, пришло время объединения. Это замечательное время. Время взрослеть каждому и ответственно относиться к своей жизни. Время выбора, кто ты, человек или животное. Если ты человек, то ты часть всей нашей цивилизации, всего человечества. А если ты животное, то без тебя и мы станем животным. И выбор за каждым. Кем быть? И жить нам или не жить. Знаете, как в классике, быть или не быть. И вот этот выбор сейчас делает каждый. Каждый из нас. Или не делает. Но результат будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас. И он будет неизбежен. И это будет независимо от того, хотим мы этого или нет. И сейчас об этом уже говорят открыто. Хоть что-то хорошее есть. Хотя бы то, что немножко начали говорить правду. Немножко. Потому что полной правды все равно не говорят. Знаете, это такая ситуация, как когда врачи знают, что больному осталось месяц-два максимум. И предупреждают родных и близких, предупреждают самого пациента, говорят, шанс еще есть, еще можно что-то сделать. Но лечение дорогое, неудобное. Родня говорит, да зачем, он же так свежо выглядит, он еще хорошо бегает, и все. И сам пациент хорохорится, говорит, да вы заблуждаетесь, я себя прекрасно чувствую. Такая вот ситуация у нас сейчас. Когда мы смертельно больны, а строим планы на следующие годы. А будут ли эти годы? Вот в чем вопрос. Слава Богу, что правда уже звучит, потому что для того, чтобы менять мир, нужно хотя бы этот мир видеть. Знаешь, хорошо. Хорошо, что эта правда звучит уже не только от нас, но и от тех, кого люди выбирают, и от ученых, которых они считают за авторитет. Осталось нам признать, что мы катимся реально в пропасть, и просто понять, что этот сценарий негативный еще и пока что недописанный, и есть у нас всех шанс сохранить это человечество, сохранить жизнь. Сценарий прописан. Но слава Богу, что пока у нас два сценария. И мы выбираем между одним и вторым. А вот что выберем, тут зависит от людей. Насколько они человечны. И хватит ли у них, скажем так, ума понять и сделать правильный выбор. Тут уже вопрос. Но мы это увидим, как бы там ни было. Время бежит быстро. И знаете, что самое забавное? Время стало бежать еще быстрее. Вот в прошлом году, так же, как и было приписано в Библии, да? Ради избранных сократятся те дни. Да, и дни сократились. До сегодняшнего дня никто не может объяснить, почему. Ведь земной шар вращался замедлением, это соответствует всем законам физики. А здесь раз, а вот в прошлом году он ускорился. Поэтому теперь апокалиптические сценарии звучат и от ученых, потому что никто не знает, чем это грозит дальше, и будет ли такая тенденция Конечно, продолжаться. Да, будет. Это уже не шутки. Но это всего лишь один из сигналов из множества, огромного количества сигналов. Разве не так? Сейчас этих сигналов идет масса подобного рода. Со всех сторон, куда ни копни. Наша уже планета ведет себя как потребитель, брать не отдавая. Уже мы знаем про то, что каковы мы, таковая теплообмен она. нарушен. А как она по-другому себя должна вести? Берем больше энергии тепла, чем отдаем. Извини, но на протяжении какого количества времени мы, человечество, постоянно брали, ничего не отдавали? Нет, мы брали хорошее, а отдавали ей плохое. Мы убивали планету. Мы, знаешь, вот есть такой пример, извините, друзья, но я его приведу. Мы ведем себя как паразиты внутри собаки.
Мы пожираем ее изнутри и своими токсинами просто убиваем. И вот когда она уже лежит и скулит, уже все. Ну, мы продолжаем хорохориться, говорит, ну и что, ну она же еще теплая, еще и есть можно. Вот и мы сейчас вот в таком же состоянии, мы, люди. Разве мы паразиты? Нет, друзья, мы не паразиты. Просто в нас сейчас доминирует худшая сторона. Ну, мы дуальны, у нас есть худшее и есть лучшее. Вот наше худшее доминирует над лучшим. А нужно, чтобы было наоборот. И от нас зависит, будет так или не будет. Это тоже правда. И каждый это чувствует и понимает. Просто выбор порой мы делаем другой, не тот, который нужен, и не тот, который нас может спасти. Ну, пришло время сказать правду и сделать настоящий выбор, действительно стать героем. Хватит ли нас мужества? Вот в чем вопрос. Надеюсь, что хватит. Иначе какой смысл от этого всего? Разве не так? Посмотрим. И здесь, конечно, уже не до игр. Ну, есть и положительный момент. Пока еще рано, но чуть-чуть позже мы скажем, когда. Когда можно брать огромные кредиты смело, потому что отдавать их будет некому. Так что, друзья мои, у меня простое предложение. Давайте все-таки жить так, чтобы не приходилось нам брать безвозвратные кредиты, заведомо зная, что давать будет их некому. Знаете, что здесь плохо? Потому что и некому. В этом тоже смысл. Грустная у нас тема, Татьяна. Лучше бы мы поговорили о чем-нибудь хорошем. Но я понимаю, что об этом говорить тоже надо. Так что извините, друзья, если мы немножко испортили вам настроение, сказав правду. Но пришло время правды. Без правды мы не выживем. Мы не сгустили краски, нет. Заметьте, мы практически ничего вам такого и не рассказали. Страшно. Если мы рассказали даже 50% от того, что знаем сами, ну лучше вам этого не знать. Знаете, знания, они приумножают печаль. Особенно, когда понимаешь, что есть шанс, но из-за чьей-то лени, из-за чьего-то нежелания, из-за чьей-то альфы, ленивой альфы, мы, знаете, играем вот как в казино, ставки делаем на жизнь. Это неправильно. Жизнь — это не ставка, это жизнь. Нет ничего ценнее, потому что без жизни все бессмысленно. Давайте начнем с простого. Самых простых вещей. Просто широко смотреть на вещи, здраво смотреть, смотреть на реальность сегодняшнего дня, без иллюзий, а так, как есть. И давайте научимся говорить правду хотя бы с самим себе. Тогда это будет нас стимулировать к тому, чтобы научить этому и других. Если мы успеем, поверьте, жизнь гораздо прекраснее, чем то, что нас ждет. Давайте начнем с простого. Просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. И извините за грустные новости, но это правда. Спасибо, Татьяна. Спасибо вам, Игорь Михайлович, большое. Спасибо и вам, друзья. Спасибо вам всем, тем, кто понимает сегодняшнюю ситуацию, кто не спит, старается, делает. Действительно, лучшим людям этого мира. Спасибо огромное. Спасибо, что вы есть, и спасибо, что вы с нами. Спасибо, друзья. Будем надеяться, что завтра солнце взойдет, так же, как всходило сегодня, и что мы все это увидим. Всего доброго.